Здравствуйте, в эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Затягивание сроков недопустимо. Глава Якутии поручил ускорить принятие решений по ряду национальных проектов в республике. Факты, события и перспективы. В Национальной библиотеке состоялся круглый стол, посвященный юбилею Михаила Николаева. 30 лет на страже здоровья республики. Республиканский национальный центр медицины проводит конференции и мастер-классы с участием международных и российских экспертов. Ориентир года. Отдел Министерства внутренних дел и Центр занятости Нерюнгринского района провели профориентационные мероприятия. «Лики Вселенной». В Якутске открылась персональная выставка художника Кирилла Гаврильева. Глава Якутии Айсан Николаев указал на затягивание сроков строительства объектов по ряду национальных проектов в республике. Он поручил ускорить принятие решений на всех уровнях и напомнил о личной ответственности членов правительства за исполнение проектов. С отставанием от сроков проводится работа на объектах в Усть-Алданском районе, где уже должны были ввести многофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс. Задержка ввода спорткомплекса связана со сроками поставки оборудования из-за позднего размещения части закупок и корректировкой проектно-сметной документации. По школе – неисполнением условий со стороны поставщика. На обоих объектах сейчас продолжается строительство. Если по школе утвержден нагонный график и объект планируется ввести до конца 2022 года, то у спортивного объекта по-прежнему низкий уровень готовности. Как подчеркнул Айсан Николаев, затягивание сроков недопустимо, особенно это критично в этом году. В Якутии построили 3182 газопровода ввода при плане в 2041. Опуск газа произведен в 1869 домовладениях. Для полной реализации проекта на этот год имеется вся необходимая трубная продукция и газовое оборудование. В лидерах по опуску газа в домовладениях находятся Чурапчинский, Мегино-Кангаласский и Горный районы. Глава республики уверен, что газификация населенных пунктов сейчас пойдет более быстрыми темпами. Заявки на социальную газификацию принимаются через портал госуслуг, на сайте Саха-Транснефтегаз, а также через единый портал оператора газификации. Около 2 десятков новобранцев из Алданского района отправятся на срочную службу в ряды вооруженных сил этой осенью. Первые призывники уже прибыли на контрольный пункт в город Якутск. Подробнее о том, как проходит призывная кампания, расскажут наши коллеги. Призывная кампания продолжается, и в военкомат являются юноши, накануне получившие повестки. Годен или не годен, заключение о состоянии здоровья призывники получают в ходе медицинского осмотра. Медкомиссия проходит по-армейски четко и дисциплинированно. Большая часть все-таки годна для прохождения службы, больше 50% у нас с категории годности А и категории годности Б, с годными, с незначительными ограничениями. Также есть граждане, которые попадают под категорию годности Г, то есть временно негодные. Заболевания желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата и органов зрения, а также расстройства нервной системы специалисты относят к наиболее распространенным. А вот психологическая готовность к службе сомнений не вызывает. Окончательное решение об отправке в армию рассматривается призывной комиссией, в которую входят представители ряда ведомств и структур. В Алданском районе он у нас традиционно ниже цифры, чем весенний призыв, потому что весной у нас призывается в основном, кто оканчивает учебные заведения, техникум, дает очень большую цифру нам. Поэтому где-то около 20 человек будет, 20-25 человек. Срок службы для новобранцев составит 1 год. Долг родине солдаты будут отдавать в военных частях Дальневосточного округа. Все молодое пополнение, которое будет уходить у нас с района, будет распределено для прохождения военной службы в соединения и воинские части, которые дислоцируются на территории Восточного военного округа. Хочу заверить всех наших граждан, что воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут. Призывная кампания финиширует в последний день календарного года, а первые новобранцы уже прибыли на контрольный пункт в город Якутск. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.
А в Национальной библиотеке столицы республики состоялось 89-е заседание общественно-консультативного округлого стола «Кустук» по теме «Михаил Ефимович Николаев и инновационное развитие республики. Факты, события и перспективы». Мероприятие приурочено к юбилею государственного советника и первого президента республики. Сегодняшний круглый стол даст нам новый импульс, потому что фигура Михаила Ефимовича Николаева, она огромна, она является такой знаковой. И те креативные идеи, которые были вынесены Михаилом Ефимовичем, это и год матери, и признание Исыха национальным государственным праздником Республики Саха-Якутия. Это его вклад в развитие языков народов Республики Саха-Якутия. Это, будем говорить, создание акционерной компании «Алроса», которая является главной бюджетообразующей компанией. Это проведение игр «Дети Азии». Ну а Республиканский национальный центр медицины отмечает 30-летний юбилей. В рамках празднования проходят конференции и мастер-классы с участием международных и российских экспертов. Также в эти дни впервые в истории здравоохранения Якутии провели уникальную операцию. О том, какие юбилейные мероприятия состоялись в центре, расскажет Светлана Амосова. На протяжении 30 лет медицинский центр помогает людям из всей республики с лечением различных болезней. Благодаря слаженной работе руководства и коллектива, сегодня организация только развивается и идет в ногу со временем. Сейчас мы достигли по прикладной медицине основных результатов. Мы оперируем на международном уровне. В стенах нашего центра выполняются трансплантации. Мы выполнили успешную пересадку сердца. Более того, 10 ноября состоялось уникальное и эпохальное событие для республики. Впервые в истории здравоохранения Якутии выполнили эмболизацию миомы матки через артериальный доступ. Это стало возможно благодаря вводу кардиососудистого центра с мощным техническим оснащением, а именно с помощью ангиографической установки. Образование удаляли через маленький прокол в артерии, то есть без разрезов и шрамов. Эмболизация маточных артерий для женского здоровья – это отличный способ сохранить матку там, где раньше шансов не было. Таким образом, у вас в республике удастся сохранить женское здоровье огромному количеству женщин современным, малотравматичным, очень щадящим способом. Якутские хирурги обучены и готовы работать с современной методикой лечения. Операции уже внедряются в повседневную жизнь. Официальная торжественная часть празднования юбилея состоялась в культурном центре «Сергеляхские огни». В рамках мероприятия лучшим врачам вручили высокие награды, в том числе и Евгении Копыриной. Очень приятно, конечно, получать награду. Дело в том, что я с открытия работаю. С открытия работаю, вроде внесла немалый вклад в развитие нефрологии и гемодиализа. Разработала 2 программы развития нефрологии и диализа. И тоже активно участвовала в открытии перитониального диализа в нашей республике. В становлении Национального медицинского центра как ведущего учреждения здравоохранения не только в республике и на Дальнем Востоке, но и во всей стране большую роль сыграл первый президент Якутии Михаил Ефимович Николаев. Ко мне поступает очень много предложений, в том числе от медицинской общественности республики, о целесообразности присвоения имени Михаила Ефимовича Николаева нашему Национальному центру медицины. Всецело признавая фундаментальный вклад первого президента в развитие медцентра и всего здравоохранения республики, я поддерживаю эту инициативу. За 30 лет работы центра сделано многое. Со строительством и открытием учреждения в 1992 году республика получила большой рывок в развитии и использовании высокотехнологичной медицины. Светлана Амосова, Илья Сыромятников, Семен Афанасьев, Якутск. Школьники со всей республики смогли узнать, какие профессии востребованы сегодня в промышленности. Об этом им рассказал генеральный директор компании «Алмаза Анабара» группы «Алроса» Павел Маринчев. О профориентационной встрече с потенциальными сотрудниками и работе компании расскажет Галина Чекурова. Компания «Алмаза Анабара» продолжает многолетнюю работу, направленную на трудоустройство жителей Якутии. По словам Павла Маринычева, определяться с будущей работой нужно как можно раньше и постепенно готовиться к ней. С этой целью была организована встреча, по итогам которой, возможно, многие из ребят решат связать свою профессиональную деятельность с горной промышленностью в группе компании «Алроса».
98% в составе нашей численности – это якутяне. Потому что это наша философия, которая была выбрана с момента образования и начала работы нашего предприятия. Вот, мы считаем, что на самом деле, работая на земле Якутии, нужно предоставлять возможность зарабатывать прежде всего якутянам, для того, чтобы они достойную заработную плату получали, платили налоги у себя на территории своего родного региона. В общем, такая мотивация. На встрече Павел Маринычев рассказал о деятельности компании. «Алмазы Анабара», как крупное добывающее предприятие группы «Алроса», является одним из флагманов горнодобывающей промышленности республики и занимает ведущие позиции в мире среди предприятий, добывающих алмазы на рассыпных месторождениях. Компания работает в 4 районах республики – Анабарском, Булунском, Жиганском и Оленёкском, осуществляя полный цикл добычи алмазов от геологоразведки и до сдачи готовой продукции. Крупному горнодобывающему предприятию сегодня помимо промышленников и обеспечивающих специалистов нужны экономисты, юристы и программисты. Все равно выбрала такое инженерно-техническое направление, даже искала высшее заведение в Санкт-Петербурге. И, естественно, на лето я все равно буду приезжать обратно в Якутск, тут семья, друзья. И как раз-таки на летний период я бы была готова попробовать стажироваться в этой компании «Алмазы Анабара». То есть мне сегодняшний рассказ очень понравился. Кроме того, ребятам рассказали о проекте «На вахту-14», который помогает трудоустроить местные кадры на вахтовую работу в промышленных отраслях республики. Несомненно, что одним из таких флагманов, образцов трудоустройства местного населения в промышленной компании нашим образцом является компания «Алмазы Анабара». Компания, которая доказала своими трудовыми ресурсами, что наши умеют работать, что наши очень хорошо и качественно работают. И мы шаг за шагом ломаем тот стереотип, что наши не умеют работать на самом деле. Напомним, в рамках проекта «Местные кадры в промышленность» предприятие трудоустраивает молодых специалистов и незанятых граждан, проживающих в сельской местности. А благодаря программе «Путевка в жизнь» новые работники компании проходят дополнительное профессиональное образование и стажировку за счет средств компании. Сама работа на вахте алмазов Анабара очень комфортная. Здесь созданы все условия для проживания: благоустройство, места для досуга и отдыха. А в скором времени в каждом вахтовом поселке проведут оптоволоконный интернет. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск. Первая в Якутске школа приемных родителей отметила свое 15-летие. За это время психологами медико-социального центра были разработаны программы-тренинги для тех, кто выразил желание усыновить или взять под опеку ребенка. Обучение длится в течение 6 недель. Кандидатам в мамы и папы предъявляются самые строгие требования. Психологами тщательно анализируются способности и возможности потенциального родителя, его умение воспитывать и понимать ребенка. За годы работы в центре прошли обучение 1450 граждан. Прекрасным результатом работы школы стали 560 счастливых семей, в которых нашли своих новых любящих родителей 710 маленьких якутян. Наш субъект является одним из лучших субъектов Российской Федерации по семейному устройству. И как бы ни было замечательно в наших центрах, которые имеются по республике для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, все-таки главная задача, которую ставим мы перед собой, это передача детей в кровное, где невозможно, в замещающие семьи. А в профессиональный праздник работников внутренних органов Российской Федерации в рамках республиканской акции «Ориентир-2022» отдел Министерства внутренних дел и Центр занятости Нерюнгринского района провели профориентационные мероприятия «Профессия полицейский». Более 400 учащихся школы и студентов собрались, чтобы поближе познакомиться с работой правоохранительных органов. Сотрудники патрульно-постовой службы, инспекция дорожного движения, кинологи, следователи, дознаватели, эксперты-криминалисты продемонстрировали технические средства охраны, автотранспорт, средства индивидуальной защиты и вооружение органов внутренних дел. Личный состав провел показательные выступления. В здании Центра занятости были представлены экспонаты музея МВД. Это форма, средства связи разных лет, фото- и видеокамеры, печатные машинки, альбомы для создания фоторобота. Живой интерес у посетителей вызвал набор криминалиста, который используется в наши дни. Мне понравился старая клавиатура. Я увидела полицейскую собаку, я увидела полицейскую форму,
Еще я посмотрела очень много предметов для отпечатки пальцев. Ну, расследования. Наверное, больше всего форма мне понравилась. Еще мне понравились старые телефоны. Мне понравилось подержать автоматы, собачки понравились. Здесь, на данной выставке, больше всего мне понравилось то, как сейчас не как на компьютерах быстро печатают. Печатают так же быстро на печатных машинках. Если, не дай бог, сделал ошибку, то убираешь листочек и по новой. На этой выставке мне больше всего понравилось панель управления и телефон. Для школьников прошли профориентационные мероприятия, а студенты приняли участие в открытом собеседовании. Тем, кто планирует связать свою жизнь с органами правопорядка, рассказали о важности профессии, ознакомились с родом деятельности органов внутренних дел, порядком организации охраны. Прежде всего хотелось бы сказать, что данное мероприятие, оно носит общественный характер для того, чтобы продемонстрировать важность работы сотрудников органов внутренних дел, укомплектовать наше подразделение органов внутренних дел УМВД России по Нерюнгринскому району, чтобы был город обеспечен высоким уровнем профессионалов и соблюдением законности и порядка в городе. Всего профориентацию прошли 54 учащихся, а на открытом собеседовании побывали более 70 человек. 5 из них подали резюме на трудоустройство. Ирина Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Якутии появилась своя социальная сеть «Заметки». На портале любой пользователь может зарегистрироваться и начать вести свой блог. Для удобства пользователей для заметки есть темы, и каждый может формировать ленту, исходя из темы интересов. Основной упор, который сделали создатели социальной сети, это местоположение. Сделано это прежде всего для того, чтобы при помощи заметок рассказывать о Якутске и о Якутии пользователям из других регионов и стран. На сегодняшний день соцсеть прошла все тестирования, и первые пользователи уже опубликовали свои заметки. В следующем году разработчики пообещали запустить механизм монетизации. Весны этого года начали работать над этим проектом, назвали его «Заметки». Может показаться, что это обычные блоги, но это не совсем так. Там есть свои фишки. Мы большой акцент, например, делаем на геопозиционирование. То есть мы хотим, чтобы люди объединялись не только по своим интересам, но и ориентируясь на место. То есть это особенно будет полезно, если человек приезжает в какой-то незнакомый город и хочет узнать, что интересного здесь можно посмотреть. Сегодня состоялся премьерный показ короткометражного фильма «Мост», который снят в рамках всероссийского проекта «Киноуроки в школах России». Кинолента предназначена для школьников среднего звена. Всего в рамках проекта будет снято 99 фильмов о нравственных понятиях – доброте, честности, справедливости, дружбе и других. В Якутии сняли фильм под названием «Мост» о стойкости и выносливости. Главными героями являются девочка, которая символизирует многовековые традиции, самобытную культуру и колоритное искусство, и мальчик – символ движения, техники и будущего. Их двоих связывает мост. Слоган фильма «Они перешагнули время». Конечно, это с выносливостью, это со стойкостью, это с жизнелюбием, это с каким-то невероятной красотой внутреннего мира, сохранившей культуру свою, не утерявшей. Мне кажется, что сама природа, мне кажется, сохраняет вот именно эту культуру здесь, вот на этой территории. И она должна была показана быть, и мы ее, конечно, показали. Перед самим проектом достаточно долго группа, которая работала здесь, выявляла те особенности, которые характерны для Якутии, изучали наших подростков, и вот приняли такое решение, что фильм, который будет сниматься в Якутии, он будет говорить прежде всего об объединении культур разных. Мы увидели сегодня новую совершенно Якутию глазами детей, и такую Якутию видит вся страна. Интересную, перспективную и в то же время богатую своими культурными традициями. Лики Вселенной. Под таким названием в Якутске открылась персональная выставка художника и заслуженного деятеля искусств Якутии Кирилла Гаврильева. Выставка является своеобразным космическим видением автора на сотворение мира, наследие, сущность бытия и общее течение жизни. В своих работах художник вдохновляется эпосом Маланхо. Картины, нарисованные в технике живописи и графики. Экспозиция покажет самобытность якутского народа в космических масштабах. На выставке представлено около 120 картин, среди которых есть и новые работы. Посетить ее можно в Доме культуры имени Гагарина до 21 ноября. Около 20 работ, новые работы, холсты.
Поэтому я вот как бы этап такой у меня, чтобы это и новые, и прошлые картины, да, в систему вложены. Сейчас я думаю, что это для моего творчества будет, как дальше работать, мне будет видно и ясно по итогам выставки. Да. Есть новая картина «Противостояние». Да. Очень многофигурная композиция. Это как раз с этим затрагивает проблемы этого войны и мира. Мы все педагоги-воспитатели, и вот война и мир будет решаться молодежью. Тем временем в Ленске завершился конкурс рисунков «В единстве сила, в единстве победа». Он проводился среди школьников к празднику Дню народного единства. Целую неделю ленчане могли любоваться творениями детей, которые были выставлены в холле Центрального дома культуры. Надо сказать, что все работы были с глубоким смыслом, и жюри конкурса пришлось очень сложно при выборе лучших. Танки, солдаты с автоматами, стоящие с гордо поднятой головой, дети, прощающиеся со своими отцами, которые уходят на защиту Родины, голуби как символ свободы. В общем, все, что касается войны, дети с душой отобразили в своих работах. Многие на рисунках написали небольшие письма со словами поддержки для бойцов. Смысл всех писем, чтобы быстрее вернулись домой, чтобы все были живы-здоровы, и чтобы побыстрее закончилась, понятно, что наша спецоперация. Ангелина Акопян, ученица 5 класса 1-й городской школы, вышла в финал конкурса. Она нарисовала танк. Девочка рассказывает, что своим рисунком она хотела поддержать солдат, защищающих свою родину. Ангелина надеется, что ее работа дойдет до бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Я нарисовала танк и ангела с флагом России. Я написала то, чтобы все было хорошо, что за мир, чтобы вернулись домой. Ангелина, как и Вадим Ларионов, работы нарисовали во время кружковой деятельности с помощью педагога. Мальчик 2 урока корпел над своей картиной. Результатом доволен, получилось красиво. Что значит твой рисунок? Танк, который стреляет в врагов. Жюри конкурса признаются, что сложно было из числа представленных работ выбрать лучшие. Ребята прониклись темой, рисунки получились душевные. Работа детей на очень высоком уровне, потому что были у нас дебаты и споры, кто займет первые места, потому что даже сам, смотря некоторые картины, которые дети нарисовали, получается, у нас не только взрослые смотрят новости, но и дети, потому что как бы очень картины пронизывающие прямо. Победителей члены жюри уже определили. Кто ими стал, ребята узнают только 19 ноября на открытии творческого сезона. Все конкурсанты получат дипломы участников, а лучшие – ценные призы. Светлана Балеева, Александр Эльчук, Ленск. Уроженец Якутии Андрей Кузьменко летом этого года подписал контракт с клубом «Ванкувер Кеннекс», играющим в НХЛ. Теперь он является вторым по количеству забитых шайб в команде. После перехода из СКА 26-летний Андрей Кузьменко сыграл 14 матчей за новый клуб, и на его счету уже 7 забитых шайб. Кузьменко родился в Якутске. Первые азы хоккея он прошел именно в столице республики. Потом в начале 2000-х годов семья его переехала в Москву. Там родители хоккеиста продолжили преподавательскую и тренерскую деятельность. В прошлом году якутянин становился вторым в списке бомбардиров в КХЛ. Далее смотрите рубрику «Между тем». Ну а я с вами прощаюсь. В студии работала Надежда Саханская. Всего доброго и до встречи в эфире. Это программа «Между тем». Меня зовут Александр Хавренко. Здравствуйте. Цены на АЗС не радуют автолюбителей. Бензин и дизельное топливо – одни из самых быстро дорожающих продуктов на рынке. Между тем, есть способ значительно сэкономить на топливе. В Якутии продолжаются работы по популяризации перевода автомобилей на природный газ. Первое. В республике увеличивается количество аккредитованных сервисных центров, которые устанавливают на автомобиле газобаллонное оборудование. И второе, самое главное. Расходы на переоборудование автомобилей для якутян составляют всего лишь 10% от общей стоимости. Остальное берет на себя государство. Если в среднем оборудование и его установка стоят по России в пределах 100 тысяч рублей, то якутяне могут заплатить всего лишь 10 и в дальнейшем значительно экономить на топливе. Газовых заправок, которые предлагают автовладельцам метан, и в республике, и в России достаточно. 2 года назад, чтобы убедиться в доступности заправок и экономии при переводе автомобилей на метан, был устроен автопробег.
Новые и поддержанные автомобили на газомоторном топливе выехали из Санкт-Петербурга с конечной точкой в городе Мирный. На пути всего маршрута в каждом крупном и во многих небольших городах имеются метановые заправки. Доехать от заправки в Череповце до заправки в Нижнем Новгороде не составляет сложности. При этом не стоит забывать и об экологичности газомоторного топлива. Выбросы в атмосферу гораздо меньше, и они гораздо безопаснее для окружающей среды. Также очень важно еще раз подчеркнуть экономию. По ценам 2020 года за весь пробег, а это почти 8,5 тысяч километров, легковой автомобиль только на топливе экономил порядка 15 тысяч рублей. Кстати, и после установки газовых баллонов автолюбители экономят не только на топливе, но и на уплате транспортного налога. Те, кто ездит на газу, платят лишь 50% от суммы налога. В Якутии уже принята программа по расширению сетей газомоторных заправок. Власти региона планируют до конца 2030 года увеличить количество заправок до 40. Всего доброго.